Saygılı cemaat, hürmetli efendiler ve hanımlar. Bugünkü bizim merasimimiz Mustafa Mirza Davidovичке bağışlanған. Mustafa Mirza Davidovич 1907 ve 1914 senelerde Alıştan'ın galavası idi. Onun zamanlarda bu Alış'ta pek çok yaxşı şeyler yapılgan idi. Bu yollar, bu büyük evler, bu Kırım Tatarlarını birleştirmek için işleridir. Kırım Tatarlar evvelden öyle de biz gibi şimdi öyle bir birlik millet olmadı. Ve bu vakiyalar bir bizim işlerimizge, beraber yapılan işlerimizge çatal koyadı. O için bu adam gelgende bunda Alıştağ'a Kırım Tatarlar başladılar bu bizim şehrin hakimiyetinde çalışmak. Deputatlar sayılmak, выборларга iştirak etmek. O için bu işlerini Mustafa Mirza Davidovich alıp varganda Kırım Tatarlar bir birlik oldu. Ve büyük yaxşı işler beraber olup yaptılar. Дорогие друзья, сегодняшняя наша встреча посвящена Мустафе Мирзе Давидовичу. Это Алуштинский городской голова в 1907-1914 годах. До этого он был бахчисарайским городским головой. 3 раза избирался в городскую думу Бахчисарая. 3 раза избирался в городскую думу Алушты. Тогда было это городское управление. Но наш рассказ о Мустафе Мирзе Давидовиче мы хотим начать вот с этого музыкального отрывка. Да. Мы не случайно начали наше мероприятие с него. Эта музыка звучала в доме, где родился Мустафа Мирза Давидович. В их имении Савошепалуже, которое тогда находилось в Польше. Наше представление о том времени пришло к нам в том числе и через эту музыку, на которой воспитывался сам Мустафа Мирза Давидович. Но в то далекое время его звали не Мустафа, хотя при рождении было имя дано Мустафа. Тогда его звали Стефаном. Как повелось в роду, его, как и всех предыдущих детей рода из этого, и предыдущих поколений, даже начиная с XIV века, его хотели сделать военным, военнослужащим. Поэтому он попадает во вторую московскую гимназию военную и попадает в среду, которая с детства ему вроде бы знакома, но вроде бы он чувствует себя там чужаком. И это чувство усилилось еще и тогда, когда он познакомился с Исмаилом Гаспринским, маленьким мальчиком из Крыма, который тоже случайно попал в московскую вторую гимназию, потому что его отец был, поручик Гаспринский, был помощником князя Воронцова. Эти два мальчика, попав в чуждую для себя среду, они чувствовали, что они мусульмане, попали в православную среду и не знали в некоторых моментах, как себя вести, потому что обычаи православные и мусульманские, они разнятся. Но это не помешало им быть в коллективе. И одно такое событие в мире повлияло на всю их дальнейшую жизнь. Что же это такое было? На острове Крит греки подняли восстание против турков.
И мальчики, почувствовав угрозу своим единоверцам, решают из Москвы попасть в Турцию и защищать своих единоверцев турков. Вы представьте себе, 12-летние парни, мальчики, еще не взрослые люди, и подростки, которых в головах очень интересные мысли витают, максималистские даже, можно сказать. После этого они берут свои котомочки, выходят из Москвы и по Волге спускаются вниз с таким прицелом, чтобы попасть в Одессу. До Одессы они дошли. Подрабатывали в портах, чтобы заработать себе на пропитание. Но когда дошли до Одессы и пришли на таможенный пункт, хотели сесть на корабль, уходящий в Стамбул, их просто вернули и сказали: вы еще маленькие, у вас нету паспорта, нету виз, и это не так просто делается, мальчики. Опять они остались на несколько дней в Одессе, и Исмаил Гаспринский тогда предложил ему поехать тогда на нашу историческую родину, он говорит. Ты же там никогда не был, давай через Николаев спустимся в Крым. Они так и сделали. Опять же, на перекладных, на каких-то мажарах, на каких-то пешком приходят в Крым. Впервые в Крыму оказался и Мустафа Мирза Давидович, еще практически подростком. В первой на пути крымско-татарской деревни и в первой мечети они сделали первый свой намаз на родине. Вот такое большое воодушевление было в душе Мустафы Мирзы Давидовича, у Мустафы тогда, маленького мальчика, что после встречи с Гаспринским и после этого намаза его уже никто не называл Стефаном. Начиналась его другая жизнь. Жизнь в мусульманской общине. Они попадают в Бахчисарай, в дом поручика Мустафы Гаспринского и начинают жить. Мы еще не сумели изучить тот период, как влияла сама семья Мустафы Мирзы Давидовича на этот его поступок. Но однозначно подозреваем то, что семья это не одобрила. Но так или иначе он не вернулся в Польшу. Он остался здесь, учился вместе с Исмаилом Гаспринским в Зенджирле-медресе, познал азы наук и ислама, в том числе, глубже узнал, что такое ислам. После этого они закончили в Симферополе гимназию и получили дипломы преподавателей русского языка. С этого момента начинается его педагогическая деятельность. Он уже не возвращается в дом Гаспринских, которых поблагодарил за пребывание в нем, и едет на южный берег Крыма, в Алушту. Именно здесь, начиная с церковно-приходской школы, в которой было всего несколько учеников, Исмаил Мустафа Мирза Давидович начинает свою педагогическую деятельность. Нам случайно, вот буквально 2 месяца назад, мы обнаружили в архиве послужной список Давидовича. И там есть похвальная грамота за усердие в преподавании русского языка и от Ялтинского уездного руководства. Уездного, да. Но я вам должен сказать, что крымско-татарское общество Алушты абсолютно не восприняло Мустафу Мирзу Давидовича. Для них он был чужак, для них он был русский, как они тогда говорили. Однако его вот человеколюбие, его общение с людьми сделало свое дело. Можете себе представить, что главное духовное лицо Алушты, Сеттар Эфенди, отдает за него свою дочь. Да это бы не было, это бы никогда и никому бы и не приснилось. Такое событие в Алуште, что чужак пришел и взял дочь главного духовного лица города, община это не воспринимала. Но чем же он заслужил это? Оказалось, когда он поселился в доме Сеттара, у нее уже было у Шахсне, у его будущей жены уже было 2 детей.
Он не мог проживать в этом доме и, считая себя порядочным человеком, через несколько месяцев заявил: «Вы одинокая женщина, я хочу на вас жениться». Братья и отец сразу были против. Но тем не менее он нашел в себе дух, пришел к этому главному мусульманину Крыма и стал с ним беседовать. После беседы Сеттар Эфенди, главный имам верхней мечети Алушты, изменил свое мнение об этом человеке. Они пошли вместе в верхнюю мечеть Алушты, сделали вместе намаз, и этот человек, духовник, понял, в чем кроется загадка этого человека. Все у него было в душе. После этого и общество Алушты восприняло его. Однако ему долгое время было очень трудно работать в качестве городского гласного, потому что русские землевладельцы точно так же считали его басурманином, как татары считали его русским. Но, несмотря на это, своими благими делами он заслужил такой авторитет, что все общество Алушты повернулось к нему лицом. После этого случилось так, что он переехал на долгие годы в Бахчисарай. Там родились еще 3 детей его. И в Бахчисарае, я не могу останавливаться на Бахчисарайском периоде, потому что Алушта — это наш город. Но там было сделано огромное количество добрых дел, начиная с цементного завода, который сегодня работает. Это все сделано при Давидовиче, и он пробивал это решение, когда французы приехали и хотели этот цементный завод строить. И до перевода мусульманских мектебе при мечетях в светское направление. Все это было сделано им. Именно он там получил свой золотой портсигар, инкрустированный драгоценными камнями от Николая II. А когда тот был с визитом, проезжал в Бахчисарае находился. Но нас интересует наш период, и это последний период его жизни, самый плодотворный. В 1902 году он заканчивает свою общественную деятельность в Бахчисарае, и начинается его общественная деятельность в Алуште. Алушта приняла его уже как своего. В это время уже он становится городским гласным. Сначала открывает небольшую свою конторку, работая адвокатом, потом становится городским гласным. Его 3 раза подряд избирают крымские татары на своих выборах как представителя в городское управление, тогда упрощенное. Главная заслуга этого человека — объединение всех богатых людей Алушты на благо Алушты. Именно благодаря этому в 1913 году Алушта завоевала свою первую большую награду. На всероссийской ярмарке по климаторечению Алушта заняла 2-е место с вручением большой серебряной медали. У самого Мустафы Мирзы Давидовича за Бахчисарайский и за Алуштинский период тоже есть награды. Это орден Святой Анны, орден Святого Станислава и орден эмира Бухарского. Все эти награды он получил за свою общественную деятельность. Но человек этот мог бы сделать еще больше, если бы в 2014 году не случилась с ним беда, и он ушел из жизни. До этого было сделано одно огромное большое дело, которое работало на все, даже в советский период это его дело работало. В 2014 году, в конце 2013 года, начале 2014, он организовал общество, которое называется Джемиет Хайрие, благотворительное общество, куда аккумулировали средства богатых крымских татар, мусульман, Алушты. И за счет этих средств учились в университетах Турции дети.
организовывались школы, в том числе и Мектебе для девочек-мусульманок. Впервые вообще по всему Крыму. Это первая школа была для девочек-мусульманок, где они изучали арабский язык, русский язык, лирику Востока знали наизусть, вот в том числе и мои бабушки, я скажу, очень хорошо владели и русским языком, и это потому что учились именно в этой школе, когда она была организована. В общем-то, дел интересных и хороших много. Сейчас были в газете мои публикации по этому поводу. И наши изыскания продолжаются. Вот буквально на днях пришел еще один материал из Литвы. Его прислал председатель общины крымских татар Литвы Адас Якубаускас. Это материал Мирзы Кричинского о крымских татарах-выходцах из Польши, которые работали на территории Крыма. В том числе и о Мустафе Мирзе Давидовиче, о том, как они участвовали на всемусульманском съезде в Нижнем Новгороде, какие вырабатывали документы, и что Мустафа Мирза Давидович находился в комиссиях этого съезда и так далее, и так далее. В общем-то, я понимаю, что изыскания поэтому будут еще продолжаться, исследования, потому что случилось так, что мы, приехав сюда в Алушту, мы не знаем своей истории. Это естественно, потому что в советский период всегда все это умалчивалось. Мы не могли не только попасть в архивы, но и не могли прочитать правду в учебниках истории, к сожалению. Сегодня возможность это есть. И чем больше людей узнает о нашей истории, пусть это будет по крупинкам, где-то Алушта, в другом месте будут изучать историю своего города татары, в других городах крымские татары. Но эта история нужна нам в первую очередь. Не тем, кто сюда приезжает, как говорят, надо рассказывать всем, кто сюда приезжает. Да, туристы должны об этом знать. Но пока мы сами не осознаем свою историю, пока мы сами не осознаем, кто мы есть в Алуште, эта история никому не нужна будет. Для этого мы организовали этот культурный центр. Все, что мы сегодня делаем с моими друзьями, с моими друзьями-подвижниками, которые мне постоянно помогают, делается для того, чтобы вырастить поколение, которое бы знало, почему оно родилось, почему оно живет в Алуште. Знало бы свои корни. И мне сегодня очень приятно, что и городские власти, к сожалению, сегодня у нас только один представитель из горисполкома, но тем не менее, что городские власти поддержали нас в этом деле. И, во всяком случае, не ставят нам препонов, это уже большое спасибо. Потому что мы сами потихонечку сделаем свое дело, воспитаем поколение в том духе, которое, в духе Алушты, так скажем. Как были воспитаны, например, мы в своей семье. Потому что я не помню такого дня, чтобы у нас не пели крымско-татарские песни в доме и не вспоминали какое-то происшествие, которое было когда-то там, в далекой Алуште. Так было всегда, когда приходили бабушки, когда алашки, биташки, всегда так было. Поэтому для меня эта тема очень близка. И, как я уже сказал, мы работу продолжим теперь здесь уже, в нашем культурном центре.